Друзья, всем привет! Рад снова видеть вас вся в гостях. Добро пожаловать! Для начала, что хочу сказать? Хочу сказать спасибо всем еще раз за то, что поддерживаете, пишите положительные комментарии. Мне это очень важно. Я читаю, смотрю по мере возможности. Правда, времени сейчас еще больше не хватает на все это, к сожалению. Не только вот на монтирование видео, там активная работа в Ютубе, но я еще пошел в школу альпинистов. Теперь у нас занятия 3 раза в неделю. Но зато в дальнейшем у нас по плану восхождение на гору Афродиту в июне. И если все будет хорошо, в дальнейшем получим значки альпинистов. Так что это тоже будет очень круто. Все снимаю, все покажу. Пройдете этот путь вместе со мной. А так, комментарии стараюсь все читать. Все, что читал, единственное, что отмечал вот пальцем вверх. Вот видите, везде стоит. А оказывается, палец вверх, вот я сегодня узнал, не видно, не отражается, что это именно я прочитал. Но вот знаете, что вот все читаю, все отмечаю. Ну а завтра меня ждет новые приключения. Турклуб Арго, снова мы идем вместе в поход, в зимний поход на водопады Кюрюлюр. Так как я еще не научился делать 3D-визуализацию карт, сделаем все по-простому. Вот город Якутск, едем на ту сторону Лены, Нижний Бестях и далее, 80 километров от Якутска. Казалось бы, недалеко, но места здесь уже очень дикие. Очень большая вероятность встретить лося, косулю, либо еще какое-нибудь дикое животное, возможно и волки могут быть. Водопады Кюрюлюр, тут находится база, я думаю, что многие местные там были, летом купались, отдыхали, а зимой, наверное, вряд ли. А я вот побываю здесь зимой, и я думаю, что вам будет очень интересно это все посмотреть. Значит, что нас завтра ждет? Приезжаем в водопады Кюрюлюр, выходим на речку Менде, и дальше идем по руслу реки, 20 километров до ЖД моста. Поход очень вероятно может стать тяжелым, потому что идти будем по целинному снегу. Я еще по целинному снегу ни разу не ходил в походах, но говорят, это очень тяжело. Одно дело, когда снега по щиколотку, и ты идешь спокойно, ну, идти можно, но когда его уже по колено, плюс-минус, это уже крайне-крайне тяжело. И так как никто на разведку не ходил, мы не знаем, что там нас ждет, все узнаем по факту. Вот такая вот ситуация. Так что завтра выступаем. Ну и как вы понимаете, что со временем я немножко балуюсь тут. Так что уже завтра, в субботу, вечером все будет выложено, и вы уже увидите его на моем канале. Хотел просто немножко снять по одежде, потому что еще не снимал. Вот эта одежда была протестирована в минус 45, 15 километров, 3,5 часа на улице. Ну, пеший переход с Магана в Якутск. Начнем с ног. Я привез с собой такие вот соломончики взял. Думал, все, в соломонах защищен. В них ноги замерзают через 2 часа прогулки по городу. Но, в принципе, пару часов погулять нормально. Потому что они экстрим на минус 32. В итоге это таки городская обувь, если там сильно не будешь гулять. Завтра, может быть, попробую, потому что мы сначала пойдем по реке, там будет, возможно, просачиваться вода, как мне сказали, возможно, будет сыро. Они должны быть водонепроницаемые соломоны. Вот проверим. С собой беру валенки. Вот в этих валенках я как раз и ходил с Магана. Вот их я уже протестировал очень неплохо. Прям, они держат очень отлично. Купил их на столичном рынке и балаклаву. Там китайские товары, и, в принципе, нормально. Меня вполне устроило. Вот эти сапоги, это типа, не знаю, спилки тут называют. Это вот типа войлока такого прессованного. Мне, конечно, их отдали за 3 800, я их купил. Говорят, что здесь подешевле, там, за 2 500. Но я ходил, смотрел за 2 500, они как будто бы чуть похуже. Здесь качество такое неплохое, и мне продавец уверял, что, говорит, офигенное качество. Все там на высшем уровне. В общем, здесь такой овечий мех внутри. И я даже думал, что стельки взял чуть на размер, там, чтобы свободно нога была. Думал, стельки буду вставлять. Без стелек вообще нормально ходится. Ни стельки не нужны, то есть нога вообще всегда в тепле. Но когда поехал на рыбалку, в них было холодновато. В статике холодно. То есть нужно что-то придумывать. Вот, это что касается обуви. Значит, шапку просто на столичном рынке купил. То есть вот балаклава, в которой я хожу, в которой меня уже все видели. Прикольная штука. Она вроде как, видно, у меня замерзает лед здесь, то есть она отводит влагу. И что мне удобно, что она такой вот внутри, получается, чаша такая, кокон, что у меня лицо свободное. Я ходил до этого в другой балаклаве, у меня потело все, то есть покрывалось испариной. А это вот, я даже фирмы не знаю, 600 рублей или 700 она мне обошлась. Очень удобно. Я вот вхожу в лютые морозы, она так замерзает, эта штука, такой, и маска такая получается. И нормально, внутри дышишь, свободно, все, воздух циркулирует. Я доволен. Вот реально очень хорошая штука, прикольная. Надеваешь на голову, сверху шапку, и вполне нормально. Перчатки взял тоже такие вот шерстяные перчатки, в них еще одеваю такие вот рабочие перчатки. Потому что руки высовываешь, дубеет сразу. У меня руки что-то, не знаю, замерзают за 3 секунды. Сначала ходишь, потом резкая боль, и все.
Ну и в них тоже мерзнет, если честно. Варежки надо, наверное. Но вот я ходил, когда ходишь, руки в карман периодически прячешь, вот так вот вполне нормально. Есть у меня где-то еще вот перчаточки такие. Ну, в них, в общем, телефон работает. Я изначально вот либо в этих, либо в рабочих, либо в этих белых можно пойти. То есть я не помню уже, да, откуда они у меня. Ну, более-менее, руку высовываешь, так что-то подделал, там поснимал на камеру, тоже в этих неудобно. Пока вот так вот хожу, но в них руки замерзают. Вот в таком двойном слое, если их держать на морозе, минус 40, минус 45, ну, без движения. По штанам. Значит, ну, у меня 3 пары штанов с собой оказалось. В секонде покупал. Прикольная тема, на самом деле. Вот эти штаны мне обошлись, там, что ли, даже бирка осталась. Что там они стоили? 900 рублей. Это байкерские штаны. Здесь вот чашечки коленные ну, стоит защита. Сзади что-то там. Ну, в общем, они очень хорошего качества. Сбоку вентиляция. Единственное, что в них почему-то немножко вот здесь места мерзнут, когда ходишь. Я пока их еще на дальней дистанции не тестировал, поэтому я пока еще не знаю, вот сверху будут либо вот эти, либо эти, которые я купил уже 100 лет назад. У себя носил зимой просто в каком-то там на рынке. Какие-то вот они вроде бы просто плотная ткань сверху, и внутри такой вот флис или что. И как-то они хорошо держат. Мне прям, я ну, на удивление, их уже столько лет таскаю. И вот они мне здесь тоже помогают. И надо с собой запасные штаны взять. Есть еще у меня вот такие вот рыболовный комбинезончик. Тоже секонд. Тот же самый, рублей 600, наверное, он мне стоил. Ну-ка, бирочка. Что нам покажет? 600, о, помню. Что-то даже бирки не снял. В общем, эти тоже, в принципе, ну, нормальные штаны такие, они типа ватные, держат. Но я когда ходил из Магана в Якутск, вот когда была пешка минус 45, у меня были... Да, где мои, кстати, подштаннички? Забыл про подштанники. Вот в Сплаве купил подштанники такие. Ну, подштанники это древнее. Термобелье. Я взял термобелье крутое. Ну, мне нравится, оно прикольное. Я тоже вторую пару, я такую же купил, только поменьше размером. И предыдущую я ну, уже несколько походов больших прошел. И на рыбалке постоянно на выезды выходные ездил, вообще круто. Ну, нормальные, удобные. Здесь такой какая-то американская технология, такие вот. Ну, сейчас такого не только в Сплаве выпускается. В общем, ну, вот, я доволен этим белишком. То есть я одевал вот это термобелье, вот эти штаны ватные, еще вот эти сверху. Вот так и мне пришлось идти. Но мы там шли не очень интенсивно и ну, не потел. Но когда мы ездили на Ленские столбы, я делал ну, также вот эти под низ, мне было трындец как жарко. Вот у меня еще была вот сверху кофта, ну сейчас до верху дойдем, я ее хотя бы смог снять. То есть, блин, ну я подумаю завтра, как я лучше оденусь. И по верху, значит, футболка под низ. Это декатлонские футболки, они там стоили там по 200 рублей, что ли. Квеча. Ну, вот популярный бренд, кто знает Декатлон. Она, ну, крутые вещи делают. Я их штук 5 купил, наверное, разные расцветки, такие удобные. Они, ну, вообще очень комфортные. Бывает, там в выходной день увидишь, с пятницы по воскресенье в одну и ту же ходишь. Она даже вот, ну, как-то не, ну, остается вполне комфортной и нормальной. Так что я вот очень доволен. Если что, вот, рекомендую, берите. Прикольная тема. Дальше вот тоже, ну, в Декатлоне вообще много прикольных вещей. Это не реклама, это вот я по себе вам говорю, что я там очень много чего покупал. Тоже кое-что. Ну, это флиска обычная. Флиски желательно брать все кофты, чтобы они расстегивались. Это мое личное мнение, потому что ты потеть начинаешь, расстегнулся, и все там, ну, а так ты ничего не снимешь. Желательно, чтобы все расстегивалось. То есть флиска вот такая, ну, это старенькая уже моя, в походах уже столько была, под низ. Сверху, ну, я одевал жилетку, но жилетку я возьму, наверное, чтобы она лежала как для согрева на стоянке. Ну, или потом обратно поедем, потому что вещи все равно, там будешь идти потеть, оно промокнет все. Такая вот жилетка, это мне мама, спасибо, мам, большое. Узнала, что я еду в Якутию, сразу: Игорек, я приехала, смотри, что тебе нашла. Где-то тоже в секонде нарыла, прикольная кофта вообще оказалась, такой толстый флис, хороший, здесь такой вот, ну, прям хорошего качества, высокого, мне очень нравится. Вот его так раз, ну, Mark & Spencer марка. Вот, но я купил еще в Декатлоне, съездил, вот такую кофту, тоже крутая. Это, ну, недавно вышло, мне очень нравится. Тоже толстый флис, я ее в городе ношу на самом деле, и завтра, наверное, тоже возьму. Не знаю. Во-первых, тут есть такие сбоку вентиляция, вот она, дырочки, да. Карманов тут, боковой один карман, здесь 2 кармана боковых, на плече карман. Здесь вот, ну, прикольно, вот вообще нравится. Я даже, ну, еще бы себе такую же взял. Размер срезал, не помню, какой я размер брал. Блин. Ну, здесь-то, по-моему, Декатлон нет, надо заказывать.
Вот. Ну и куртка. Куртка у меня Outventure. Ну, я ее купил 100 лет назад, не знаю, 2-3 года назад. Обычный пуховичок, такой длинный. Ну вот, хожу, пока хожу. В общем, что хочу сказать, подытожить. А, еще, кстати, вот корейская грелка, бензиновая, бензинозажигалок. Полной заправки хватает на, ну, часов на 8. Прикольная штука, она прям горячая. Я ее вот сделал темлячок, на шею вешаю, и вот на шее она у меня висит всегда. Греет грудь. Если надо согреть руки, ты чик достал, руки отогрел, все. Еще раз хочу подчеркнуть, это то, что я принял для себя на основе там каких-то советов, я протестировал, я уверен, что это все не идеальное. Если есть какие-то советы, тоже напишите, что, ну, потому что тут советуют, бери унты, да, унты это прикольная тема, но они стоят 30 тысяч, 25-30 тысяч, ну, в поход в них не походишь, по городу я хожу в Соломонах, мне для города Соломонов вполне хватает. Даже у меня еще одни, вот они, на минус там, что-то там поменьше, я вот в них хожу. Ну, то есть, 15 минут, 15-20 минут, они вполне, ну, сегодня шел полчаса, наверное, в них. В этих подольше, поход вот в этих, то есть, мне пока вот, ну, унты не нужны. Я хочу унты, потому что, ну, прикольная тема, но не нужны. Он, кстати, решил купить карту, повесить на стену. Надо расширять свой кругозор. Правда, скрученная была, я ее, блин, пытался повесить на стену, она вся вот так вот. Решил немножко выпрямить. Ну все, в рюкзак беру с собой валенки, засунул, штаны запасные, жилетку, носки шерстяные. Ну, сейчас посмотрю, что еще возьму с собой. Грелку заправил, бензин купил. Нормально, вроде нормально работает. Так что будет тепло, руки можно будет отогреть. И все, завтра в путь. Так мы что, все время будем идти по такой теме, да? Да. Это еще 15 километров нам так пехать? А что вы не предупредили? Я бы от дома остался. А может быть будет и поменьше. Предупреждали. Предупреждали, что это не прогулка. Что-то тяжелый маршрут, да? Это испытание на прочность. Поняли? Я себя сегодня испытываю на прочность. Подъем